говоря, меня вот в афише как немножко разрекламировали, представили меня киноведом, которым я не являюсь. Я не киновед, конечно, я культуролог. Ну, это такая преамбула, которая должна как бы снять с меня ответственность за то, что дальше не будет какого-то богатого детального рассказа. Вот, хотя я преподаю соответствующую дисциплину историю кино в СГУ, все-таки я как бы не могу себя называть киноведом, да и потом не являюсь также большим специалистом в области фильма нуар, хотя вот немного о нем рассказать могу. Не знаю, хватит ли там на час, но кое-что я вам об этом явлении поведаю. Собственно говоря, что такое фильм нуар? Да? Это переводится с французского, хотя это, в общем-то, американское кино, да, в первую очередь. С французского это переводится как черный фильм. Ну, сейчас я немножко расскажу, почему у этого стиля и жанра именно французское название. Дело в том, что название этой категории фильмов в середине 40-х годов, если быть точным, то 28 августа 1946 года, это сколько лет назад получается, 69 лет назад почти ровно, да, название дал французский кинокритик Нино Франк в статье в журнале, в французском журнале «Экран франце», то есть французский экран, где он вот обозначил этим понятием некоторую категорию американских фильмов, можно сказать, каких-то криминальных драм. Дело в том, что после войны, в годы войны, вообще-то американские фильмы для французских зрителей были недоступны, и только после войны они вот всех хлынули, скажем так, на французский кинорынок, что ли, как это назвать. Ну и посмотрев вот несколько фильмов разом, этот французский кинокритик Нино Франк обнаружил, что в них есть много чего общего, да, собственно, что позволило ему выделить их в некую такую отдельную категорию фильмов. Название фильм нуар, оно, в общем-то, явно отсылает к книжной серии, которая тогда издавалась во Франции, книжной серии криминальных романов Марселя Дюраме «Серия нуар», то есть черная серия. Ну и помимо, собственно, этой культурной отсылки, там есть еще явное указание на атмосферу, которая господствует в этих фильмах. Атмосфера такого пессимизма, да, мрачная атмосфера. Ну и фильм нуар также связывают, собственно, с некоторыми характеристиками визуальными, да, вот этой категории фильмов. Ну, вот в этой своей статье Нино Франк, он как-то очень проникся этими фильмами, он ими, можно сказать, восторгался, и говорил, что это не простые, да, детективные истории, это буквально психологическое и социологическое исследование. Да, собственно, что там такого психологического и социологического, я поясню немножко потом. Ну, можно пару слов сказать, как я бы объяснил, что такое фильм нуар. Да? Ну вот, у меня это ассоциируется в первую очередь с таким, с видом из моего окна моей кухни, на улице, в доме на улице Морозова. Там у нас перед окнами буквально отделение Сбербанка, и по ночам эта вывеска, она горит неоновыми огнями, да, зелеными, и в темноте это смотрится очень эффектно, особенно когда прошел дождь, сырой асфальт. И вот эти неоновые огни, они вот совершенно как бы создают атмосферу фильма нуар. Ну, понятно, что там еще, помимо прочего, в этом пространстве есть какие-то персонажи характерные, о которых я тоже немножко расскажу попозже. Вот. Но для меня это четкая ассоциация с фильмом нуар. То есть такое обилие черного, да, цвета в кадре, ну и резкий контраст света и тени. Ну, опять же, да, вот, чтобы как-то немножко рассказать про эти французские корни термина, дальше, уже в середине 50-х годов, буквально в 1955 году, два французских кинокритика, Раймон Борд и Этьен Шантон, выпустили целую книгу, посвященную фильму нуар, которая называлась «Панорама американских кино-нуар». Ну, это одно из первых таких влиятельнейших исследований этого явления. При том, что фильм нуар, это понятие, оно использовалось только французскими кинокритиками. Американские кинокритики взяли его на вооружение только в начале 70-х годов.
Ну и поэтому, собственно, отсюда идет вот это французское название фильма нуар. Борт и Шантон, они так же, как Нина Франк, они в первую очередь полюбили эти фильмы за то, что обнаружили в них некоторую такую социальную критику. Дело в том, что Раймон Борт и Этьен Шантон, они ассоциировались, они работали в таком известном французском журнале о кино «Позитив». Ну и есть еще другой французский журнал о кино, более известный, «Каhiers du cinéma», тетради о кино, да, в котором все время работали критиками, позднее ставшие известными режиссерами Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар, те режиссеры, с которыми, да, связывают такое явление, как «Новая волна». Ну, и между этими журналами была своего рода такая, ну, не то чтобы война, но некоторое идеологическое разногласие. Дело в том, что критики журнала «Cahiers du cinéma», они в первую очередь ценили, скажем так, эстетические какие-то характеристики фильмов, ну и они, собственно, разработали теорию авторского кино, которая до сих пор очень влиятельна. Да? Теория о том, что кино — это продукт режиссера. Режиссер — это художник, который должен полностью контролировать продукцию, да, следить за всем, ну и, соответственно, каждый фильм он должен нести какой-то он должен быть индивидуальным, да, он должен нести отпечаток творческой манеры самого режиссера. Ну а критики в журнале «Позитив», они как-то ценили в фильмах такое более радикальное политическое высказывание. Да? И вот они полюбили фильм «Нуар» именно за это. Надо сказать, что в принципе такая категория фильмов, как фильм «Нуар», она не очень, наверное, соприкасается с этой авторской теорией кино, поскольку фильм «Нуар», да, это скорее движется на чем-то общем, да, что общего между разными, очень часто не похожими друг на друга фильмами, тогда как авторская теория, она все-таки настаивает на индивидуальности, да, индивидуальном почерке каждого отдельного режиссера. Но тем не менее, вот фильмы «Нуар», они повлияли и на тех же французских критиков, которые работали в «Cahiers du cinéma», и здесь, скажем, дебютный полнометражный фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», он почти полностью строится на каких-то цитатах, на каких-то клише из фильма «Нуар». Хотя соответствующая атмосфера, надо сказать, там есть в этом фильме. Ну вот, да, это такая, скажем, небольшая преамбула о том, откуда пошло название, о том, что фильм «Нуар» сильно повлиял и на французских критиков, и на французских режиссеров, да, на французское кино. В США, где он, собственно говоря, и появился, долгое время к нему относились как-то с пренебрежением, да, особо про него там, до 70-х статей, до 70-х годов даже не появляются статьи, посвященные этому явлению. Вот, то есть это говорит о чем? Ну, в принципе, критики в то время, они, американские, в первую очередь, кинокритики, они, исследуя жанры, да, они выделяли фильм «Нуар» как-то в отдельный жанр, да и потом они видели, господствовал такой социологический подход к исследованию кино, то есть на какие-то чисто такие эстетические, да, особенности они обращали меньше внимания. Поэтому фильм «Нуар», который все-таки это очень эстетское кино, да, он как-то они немножко пренебрегали в 70-х годах. Ну, я бы хотел вот как раз-таки, наверное, сосредоточиться больше именно на этих социологических, да, социальных, социокультурных предпосылках возникновения этого жанра или стиля кино. Ну, чтобы не быть голословным, процитирую известного кинокритика американского, автора журнала «Нью-Йоркер» Ричарда Броуди, который несколько лет назад написал эту статью про фильм «Нуар». Пишет он буквально следующее. Несколько лет назад я уже писал об этом жанре и приводил 4 фактора, способствующих его возникновению. Влияние немецкого экспрессионизма, освободительные инновации Орсона Уэллса, возросшая роль независимых продюсеров и зондирование военных травм. Немецкие режиссеры, бежавшие от нацистского режима, такие как Фриц Ланг, Отто Преминджер, Эдгар Ульмер, Роберт Сьерман, Макс Пюльс и Билли Уайлдер, привнесли свою темную фрагментарную эстетику в Голливуд.
Уэллс, к тому же режиссер классических фильмов нуар, среди которых «Леди из Шанхая», подарил режиссерам, в том числе маститым старцам, чувство, что возможно все, даже в Голливуде. Неожиданное ослабление студийного контроля над производством, результат судебных баталий, развязало руки независимым продюсерам, многие из которых симпатизировали оригинальному художественному отношению режиссера. И не стоит забывать войну с ее ужасами и разрушениями. Вот, чтобы прокомментировать как-то цитату, да, можно начать немножко с конца про роль Орсона Уэллса, да, и роль независимых продюсеров в Голливуде. Дело в том, что Голливуд, голливудское кино, оно было очень регламентировано, особенно в те годы, когда действовал так называемый кодекс Хейса, буквально, да, свод цензурных правил о том, что можно, что нельзя показывать в кино. Нельзя было показывать каких-нибудь злодеев, преступников, так, чтобы они могли вызывать какую-то симпатию. Нельзя было показывать потребление каких-нибудь вредных веществ, то есть там, от алкоголя до наркотиков, да, и так далее, чтобы, скажем, не испортить зрителя. Да. Ну и вот как раз в эти годы где-то студийная система, поначалу Голливуд складывался, да, из нескольких крупных студий, буквально 4 студий, которые контролировали все, вплоть до проката. Вот эта студийная система, она как-то немножко стала давать трещину, да, и у режиссеров, которые, в принципе, в те годы в Голливуде, они не воспринимались как художники, да, как отдельные какие-то авторы. Это уже потом, опять же, французский кинокритик из того же журнала «Каэ де Синема», да, реабилитировали таких режиссеров, как Альфред Хичкок, увидев в них оригинальных таких художников, да, которые умудрялись в системе, где все контролируется, создавать какие-то свои неповторимые фильмы. Вот. А в то время все-таки режиссер он воспринимался как такой ремесленник. Да, потому что в голливудской системе главную роль играл продюсер. Он нанимал актеров, он сценариста, да, он утверждал сценарий. Режиссер он буквально лишь отвечал за сам процесс, следил за игрой актеров, и часто его роль она уже тоже заранее была как-то фиксирована, свободы особенно у режиссера не было. Вот. Но это касалось не всех все-таки. Да? Вот здесь упоминается Орсон Уэллс, который действительно был большим оригиналом, он создавал очень такие неповторимые, узнаваемые фильмы внутри этой голливудской системы. Ну и вот потом появление независимых продюсеров, независимых от вот этих крупных студий, заинтересованных в том, чтобы кино лучше продавалось, приносило много денег, да, это как-то вот немножко внесло такую струю, да, в Голливуд, когда можно было уже действительно создавать что-то более-менее оригинальное. Ну и потом, наверное, знакомы, да, с тем, что в Голливуде фильмы делятся на разные категории, фильмы категории А, фильмы категории Б. Да, категории выделяются в зависимости от того, какой бюджет вложен в производство фильма. Ну и, соответственно, вот этот кодекс Хейса, который отменили уже потом, только в 60-е годы, вот эта цензура, она в первую очередь касалась дорогих фильмов. А низкобюджетные фильмы, там можно как бы было затрагивать те темы, которые были, в общем, под запретом. Поэтому фильм нуар — это часто фильмы категории B. Да, это фильмы низкобюджетные, и потому там действительно больше свободы, чем в дорогостоящих каких-то голливудских картинах. Там можно обнаружить и преступников, которые могут вызывать в то же время симпатию. Там можно обнаружить и какие-то запретные темы, да, в том числе политические темы. Политический контекст в фильме все-таки такой большой роль. Дальше, да, вот это то, что касается особенностей производства кино в условиях Голливуда. Так, на что еще здесь обращает внимание Ричард Пройд, да, это всеми признано влияние немецкого кино, влияние немецкого экспрессионизма. Это фильмы, которые создавались в 20-е годы, тоже проникнутые очень мрачной атмосферой. Да, такие фильмы, как, скажем, «Носферату», «Симфония ужаса», да, или там «Кабинет доктора Каллигари». Да, их сейчас как-то ретроспективно даже считают первыми фильмами ужасов.
Ну, вообще, вот это немецкое кино 20-х годов, оно отражало в этих страшных сюжетах, как бы преломляло вот эту спокойную, опять же, мрачную атмосферу времени, атмосферу Веймарской республики, да, Германии между двумя войнами. Соответственно, вот в чем прослеживается влияние вот этого немецкого экспрессионизма на фильм нуар? Ну, во-первых, влияние прямое, да, потому что, как уже вот здесь упоминалось в этой цитате, многие режиссеры просто от нацистского режима уехали в Великобританию, стали снимать фильмы в Голливуде. И не только режиссеры, но и операторы. Соответственно, технику, да, свою вот эту, которая отличала, да, немецкие фильмы от других национальных кинематографий, они привнесли в Голливуд. И вот эта игра цвета-тени, которую мы видим в нуаре, это все вот напрямую происходит из немецкого экспрессионизма. Ну и потом можно провести параллель, потому что это не только стилистические какие-то, да, сходства, но еще и сходства, скажем, в атмосфере. Потому что фильм нуар, он все-таки отражает атмосферу вот того времени, военного и послевоенного времени. Вот, о чем говорит Броуди, не стоит забивать войну с его ужасами и разрушениями. То есть вот какая психологическая атмосфера господствует в этих фильмах? Это, как я уже говорил, очень мрачная атмосфера, это отчуждение, это одиночество, беспокойство, характерное как для военного времени, беспокойство о войне, да, беспокойство о меняющихся каких-то гендерных ролях, о том, что мир сошел с ума. Да. А затем уже послевоенные годы, особенно в 50-е годы, к этому прибавляются другие в эту атмосферу, как бы, на эту атмосферу производит влияние еще атмосфера, собственно, да, 50-х годов, это параноидальные фантазии об атомной войне. Это, опять же, паранойя, свойственная холодной войне, паранойя, свойственная времени маккартизма, да, «Хватит на ведьм», когда буквально в каждом подозревался там коммунист, да, это все там, конечно, коснулось кинематографа, да, то есть вот эти вот такие своего рода чистки, да, они отразились, конечно, они как бы опять же преломились в такую параноидальную атмосферу, которую мы можем обнаружить в фильме «Нуар». Но вообще, вот эта атмосфера фильма «Нуара» — это такая долгоиграющая реакция на буквально на не то чтобы несколько эпох, но реакция, во-первых, на Великую депрессию 30-х годов, во-вторых, на войну, и в-третьих, на вот эти послевоенные какое-то отчаяние, которое поразило общество. В чем это проявляется? Дело в том, что, скажем, персонажи нуара, они, как правило, ущербны, морально ущербны. Да? Там нету совершенно положительных персонажей. Даже главный герой, а это часто такой частный сыщик, да? Даже главный герой, он, в общем-то, не безупречен. Да? Он со своими пороками, но в какой-то момент вот он сталкивается с какой-нибудь преступным синдикатом, и в этом плане, да, ну, вот он играет как бы на стороне добра. Хотя он может и победить в конце, как происходит в самом первом фильме «Нуар», да, как признан «Мальтийский сокол» 1941 года. Тем не менее, да, остается чувство, что все равно как бы мир лежит возле, и это временная победа. Откуда вот это, да, откуда такое настроение? Почему нету каких-то совершенно положительных героев? Ну, это говорит, наверное, о такой, о кризисе, да, традиционных каких-то американских ценностей, ориентиров, об упадке, деградации общественных ценностей, да, который отразился в массовом сознании в 40-е, 50-е годы. Культура в это время она не могла буквально производить, да, положительных персонажей. Все были так или иначе как-то ущербны. Вот, и это очень свойственно как раз фильму «Нуар». Да, вот такой. Атмосфера абсолютно декадентская. Да, в этом плане фильм «Нуар» явление, декадентское явление. И надо сказать, что характерные персонажи вот этих фильмов
они тоже, их тоже можно связать с вот этими общественными настроениями того времени. Вот как я уже сказал, очень часто главный герой — это частный сыщик. Во-первых, почему столь важна фигура частного сыщика? Потому что частный сыщик не является полицейским, он как бы вне системы. Да? И по ходу сюжета он часто обнаруживает, что даже органы полиции, они как бы подверглись этому разрушению, они коррумпированы. Да? Вот эта коррупция, которая проела все структуры, да, общества, государства, она часто возникает в фильме «Нуар». Ну и, соответственно, частный сыщик, он как бы не в системе, он сталкивается с этим, он наблюдает это как бы со стороны и часто сталкивается с этой системой, да, как бы в борьбе такой, неравной борьбе. Вот. Ну и фигура частного сыщика, она как раз происходит из так называемого крутого детектива 30-х годов, да, опять же, времен Великой депрессии. Крутой детектив это литературный жанр, да, который создали такие писатели, как Рэймонд Чандлер, Дэшет Хэммер, в частности, «Мальтийский сокол», да, самый первый фильм «Нуар», это экранизация романа Дэшела Хэммета. Ну и вот этот главный герой, циничный такой, да, частный детектив, опять же, не безупречный, да, он как раз происходит как раз напрямую из этих романов. На мой взгляд, в принципе, фигура этого частного сыщика, она как раз таки порождена, да, вот самими 30-ми годами, ситуации Великой депрессии. Так же, как, скажем, фигура супергероя, да, в американских комиксах, она берется оттуда же, потому что в обществе распространяется такое убеждение, настроение, что полиция не решает проблемы с преступностью. Да, вот, повсюду, как бы, во все сферы общества, вот эта преступность проникла, да, все ветви власти коррумпированы, полиция коррумпирована, суды коррумпированы, соответственно, да, как бы, эта система дисфункциональна, она не работает. Да, поэтому нужна какая-то фигура, которая бы выполняла эти функции вместо тех же органов власти, вместо той же полиции. Да, это фигура частного сыщика, ну или фигура там, супергероя, Супермена в комиксе. Вот. Другая характерная для фильма «Нуар», очень характерная, да, фигура — это фигура роковой женщины, фemme fatale. Откуда, собственно, берется она, если так, да, вот продолжить какой-то такой более социологический анализ. Ну, наверное, вот это как раз связано с переменами в гендерных ролях. Потому что послевоенные годы мужчины, да, насмотревшись на всю эту мясорубку, да, на войне, возвращаются домой и обнаруживают, что их жены, да, или их подруги, они совершенно успешно как бы выполняют мужские функции. Работают там на фабриках, на заводах, в офисах, то, что считалось всегда мужской работой. Да, женщины к этому приспособились. Ну и тут возникает, как бы, соответственно, такая психологическая реакция, что как бы, вот эта гендерная роль-то она уже занята, да, мужчина уже не такой, как бы, мужественный, как прежде. Поэтому герой фильма «Нуар», он часто оказывается вот в этой ситуации, где он должен как бы испытать себя на мужественность, сталкиваясь с разными преступными синдикатами, и в то же время вот с этой фигурой фemme fatale, роковой женщины, которая очень коварна, да, которая использует его в своих целях, он является всего лишь марионеткой в ее хитроумной игре, да, она там часто не становится ни перед чем, ни перед убийством, да, и в то же время она как бы очень соблазнительна, она эротична. Вот это все как бы ставит под вопрос его мужественность. Да, поэтому как бы эта фигура и возникновение, она тоже имеет такие, его тоже можно интерпретировать скорее вот как социологически. Вот, если говорить о каких-то характерных сюжетных ходах, то тут, наверное, я все-таки затрудняюсь, да, эти характерные сюжетные ходы назвать, потому что собственная проблема, да, является ли фильм «Нуар» жанром или скорее это стиль, она и состоит в том, что он очень гибкий. Да? Там нет каких-то жестких конвенций, что должно происходить в фильме, какие там обязательно должны быть персонажи, даже вот эти частные сыщики, это вовсе не обязательная фигура фильма, но важна сама атмосфера вот этой
пессимизма, да, какого-то упадка, и чисто стилистические особенности, да, визуальные, вот обилие черного цвета в кадре, игра света и тени. Именно это позволяет как бы, да, опознать фильм нуар. Вот. И, ну, как я уже сказал, вот эта игра света и тени, она происходит из экспрессионизма. Да. Немецкий режиссер, в том числе Фридрих Ланг, классика экспрессионистского кино, он сам потом стал классиком голливудского кино и снимал много фильмов нуар. В частности, вот, один из них, это такая абсолютная классика «Женщина в окне». Какие здесь техники, да, технологии использовать, чтобы вот, создать эту не только атмосферу, да, но вот визуальные эти характеристики фильма нуар. Очень часто, например, использовались прямые лучи света, которые как бы падали на главного героя, что создавало тень, да, что производило как бы герой, да, как бы отбрасывал такую тень, которая очень так красиво, да, куда-то направлялся куда-то дальше к горизонту. Ну и в то же время использовался еще другой источник света, это мягкое освещение, которое освещало лица героев, да, и это подчеркивало контраст света и тени. Часто, например, прибегали даже к таким эффектом, когда половина лица героя, да, крупным планом скрыта тенью. Это как бы подчеркивало такой моральную, что ли, какую-то неустойчивость главного героя, да, что в нем есть темные и светлые, положительные какие-то черты. В принципе, это все как бы идет рука об руку, да, и сама атмосфера это мрачная, и стилистика мрачная, которая все это только лишь подчеркивает. Ну, как правило, да, чтобы как-то обозначить какие-то временные рамки, когда существовал этот жанр или стиль, обычно выделяют, собственно, 1941 год, когда вышел «Мальтийский сокол» Джона Хьюстона, и конец 50-х, ну, в частности, говорят о 1958 году, когда Орсон Уэллс снял свою «Печать зла». После этого, как бы на этом история вроде бы классического нуара заканчивается. Да, потом, как это традиционно написано, потом следует такой большой перерыв, и в 70-е годы возникает то, что называют неонуар, да, новый нуар. Ну, это уже такое сознательное обращение к прошлому, да, когда режиссеры 70-х годов начинают копировать стилистику от тех фильмов, обращаться к ней. В 70-е годы я уже сказал, что тогда, да, американские критики стали всерьез писать о нуаре, и, конечно, это повлияло на голливудское кино в целом. К неонуару, например, можно отнести там, фильм «Китайский квартал», или даже можно некоторые признаки нуара найти в ранних фильмах Мартина Скорсезе, скажем, в фильме «Таксист», где действие происходит ночью всегда, да, мы видим преступность, которая там, разгул преступности, да, в большом американском городе, там есть в Нью-Йорке происходит. Вот, да, это все-таки, ну, как бы преемственность обнаруживается между классическим нуаром и вот этим неонуаром. Еще выделяют постнуар, но я уже не буду вдаваться в подробности, что это такое, потому что, на мой взгляд, в принципе, эти характеристики очень условны. Поскольку, скажем, если брать европейское кино, то там не было такого разрыва между там, в 60-е годы. Там режиссеры в 60-е годы снимали вполне себе такие, ну, аровые, что ли, да, картины. Поэтому, на мой взгляд, это как бы разделение, оно несколько искусственное, и можно говорить, в принципе, о нуаре, который, об этом говорили сразу же, да, что он очень гибок, и он не ограничивается какими-то вот жанровыми конвенциями, поэтому он может как-то изменяться. Да? Поэтому неонуар можно считать, что это всего лишь некая модификация всего того же нуара. Да, там появляется цвет. Да, в 70-е годы фильмы снимаются уже чаще в цвете, чем черно-белые, да, картины. Поэтому, но тем не менее, эстетика нуара, она там прослеживается.
вся та же игра света и тени, вся та же мрачная атмосфера. Вот. Ну и если говорить, как-то продолжить, да, вот эта мысль о гибридности, о том, что жанр нуар часто смешивается с другими жанрами, то можно, например, выделить пару фильмов, которые как бы, ну иногда это называют тек-нуар, да, то есть технологии и нуар, да, два слова соединено. Иногда нуар скрещивается с фантастикой. Ну, вот эти поджанры, там, как правило, 2-3 удачных каких-нибудь найдется примеры, да, но они такие неустойчивые очень. Если говорить о таком фантастическом нуаре, да, то, конечно, тут можно вспомнить картину Ридли Скотта 1982 года «Бегущий по лезвию бритвы», потому что визуально это нуар. Да, если вы видели, то вспомните, что там постоянно вот эти неоновые огни, да, действие происходит, как правило, ночью, ну да, сюжет фантастический, происходит в будущем, но тем не менее вот, влияние нуара здесь отчетливо прослеживается. Ну и вторая картина, наверное, это «Темный город» Алекса Пройаса, который в 1998 году был снят. Вышел незадолго до «Матрицы», да, но вот он как бы эксплуатирует те же темы, что окружающий нас мир нереален, да, это все сконструировано кем-то. Кстати, в «Матрице» тоже можно обнаружить некоторое влияние нуара, да, особенно в первой части «Матрицы», в самом начале, когда там Нео похищают, вживляют ему в живот какой-то вот этот чип, да, то там мы видим, опять же, ночь, неоновые огни, дождь идет, это очень это такой чистый нуар, да, в общем. Да, понятно, что потом это как бы эстетика из фильма исчезает, да, но тем не менее в начале «Матрицы» можно сказать, что это нуар. Очень часто нуар смешивается, скажем, с артхаусом, да, с авторским кино, высоколобым. Например, если взять фильмы Дэвида Линча, то там часто можно найти влияние нуара. Да, «Синий бархат» или «Шоссе в никуда», да, отчасти это тоже нуар. Или вот есть фильм, ну, почему-то раскритикованный, на мой взгляд, несправедливый, фильм Стивена Содерберга 1991 года «Кафка», посвященный Францу Кафке. Да, как бы в фильме отражены какие-то детали биографии писателя, его произведения, да, все это перемешивается в какую-то такую жуткую фантасмагорию. Там очень сильно чувствуется влияние экспрессионизма немецкого, но в то же время это отчасти и фильм нуар тоже. Ну или вот фильм Беллы Тара, венгерского режиссера, 2007 года «Человек из Лондона». Можно сказать, что это тоже нуар, он, причем фильм черно-белый, как большинство фильмов Беллы Тара. Это экранизация детективного романа одноименного французского писателя. Напомните, кто писал роман про Мегре? Жорж Сименон. Да, это экранизация романа Сименона, детективного романа, но при этом как бы детективный сюжет там просто убит, да, вот на корню его нет. Зато чисто визуально это нуар, но очень медленный, как всегда у Беллы Тара, планы, которые длятся минут по 5 в среднем. Да, никакой интриги там, конечно, нет, но есть вот эта тягостная атмосфера, что мир погружен в какой-то... Мы живем в совершенно абсурдном мире, да, абсурд пронизывает общество. Вообще, да, абсурд, как говорил Беллы Тара, он имеет такие онтологические поначалу корни, а потом вовсе космический, весь мир это какая-то большая ошибка, да, все абсурдно. Но тем не менее, вот эта атмосфера, она все-таки отчасти атмосфера. Вот, ну и напоследок, да, вот если как-то брать вот это все исторически, можно сказать еще о том, что нуар сегодня очень часто переплетаться, встречаться не в кино даже, а на телевидении, да, в сериалах, которые как-то в последнее время стали все больше вытеснять кинематограф, и в них все чаще, да, встречаются какие-то серьезные темы, чаще, чем на большом экране. Если говорить о нуаре на телевидении, то можно привести пример, скажем, ну, это даже такой целый поджанр, да, скандинавский нуар. Скандинавские сериалы детективные, но вообще скандинавский нуар, он изначально происходит, он появляется в литературе, да, это роман Стига Ларсона,
«Миллениум», да, вот эта трилогия, которую все три фильма были экранизованы, по-моему, в Швеции, и «Девушка с татуировкой дракона», да, фильм был снят Дэвидом Финчером. Но фильм, наверное, все-таки не является таким нуаром, потому что, на мой взгляд, если сравнивать, например, со скандинавскими сериалами, то там он теряет в атмосфере, да, там есть вот это какой-то голливудский динамизм, вот эта движуха, очень какие-то короткие планы, которые создают, да, не дают как бы зрителю успокоиться, но он при этом, на мой взгляд, теряет в атмосфере совершенно. Вот. Ну, романы Стига Ларсона, который работал в первую очередь как журналист, который там обличал, да, проявление фашизма в Швеции, да, и вот посвятил всю жизнь там, своей борьбе с фашизмом, он написал также несколько детективных романов, где эта тема также затрагивается. То есть это такой журналист, впоследствии писатель левых взглядов, который заодно как бы детективный сюжет соединял с какой-то социальной критикой. Да. Ну, его романы уже стали популярны потом, да, в последние годы, после его смерти, он не дожился до собственной славы. Ну вот это как бы очень сильно повлияло на дальнейшую скандинавскую литературу, хотя корни вот этого скандинавского нуара, они еще в 70-е годы выходят, когда другие там, скандинавские писатели или журналисты с левыми взглядами брались за популярную литературу и через популярную литературу как бы распространяли свои критические взгляды на общество. В сериалы, на телевидении это уже перешло позже, но я, наверное, да, вот, приведу просто два примера, которые сам смотрел. Такие сериалы очень популярные, как датский сериал в оригинале звучит как «Форт Бриннельсон». У нас перевели как преступление, убийство, но переводится как преступление на самом деле. Вот. И другой популярный сериал, который уже дважды, по-моему, переснимали, французы с англичанами, американцы переснимали, сериал «Мост». Вышло 2 сезона, снимается 3-й сезон, что позволяет объединить этот сериал в некий поджанр. Да? Но опять же, здесь отчетливо прослеживается влияние классического нуара, действие чаще происходит ночью, да, причем в такое время, как бы очень неуютное время года, день в ноябре, когда очень сыро, да, ну и потом вот как бы от литературного своего предка, так сказать, да, скандинавский нуар на телевидении он вобрал в себя еще вот такую черту, как социальная критика. Мы опять же здесь видим, что общество, скажем, Дании, да, оно вот тоже, ну там не то чтобы, да, оно настолько же упадочная атмосфера, как в голливудских фильмах, но все же мы видим, что там опять же ветви власти, да, все ветви власти коррумпированы, но в отличие, например, от классического нуара, в скандинавском нуаре фигура женщины, она реабилитирована. Мы не находим там этих фам-фаталь, наоборот, женщина становится очень часто главным героем этих сериалов, и по сравнению с мужчинами она ведет себя куда более достойно, да, потому что мужчина, особенно если это политик, он может, например, там, пойти на сделку с совестью, да, тогда как женщины, они там вот, причем это не частные сыщики, конечно, да, это как сотрудники полиции, они вот как бы готовы там идти на риск, пренебрегать там собственным каким-то семейным благополучием, да, ну вот с какой-то несправедливостью в мире борются. Вот этот политический, да, и социальный подтекст, он очень важен как раз в скандинавском нуаре. Взять, например, первый сезон сериала «Мост», да, мы там обнаружим, что серийный преступник, да, он совершает преступление каждый раз таким образом, чтобы ткнуть общество в какую-то социальную проблему, на которую все лицемерно закрывают глаза. Проблема расизма, полицейского произвола, да, проблема там, коррумпированности властей, социального неравенства и так далее, и так далее. То есть они по духу своему очень такие левацкие. Вот все это сейчас рассказываю и задумался, почему, собственно, у нас в России не появился свой жанр, да, российский, но вроде бы все условия для этого есть. Ну вот, да, то есть мы видим, что нуар, он постоянно как-то меняется, он мигрирует под что-то еще, соединяется с другими какими-то жанрами, с фильмами ужасов он часто соединяется. Да, если говорить о
бытования, да, этого жанра или стиля на телевидении. Стоит, конечно, вспомнить один из самых популярных сериалов в последнее время «Настоящий детектив», который оба его сезона, это тоже, на самом деле, они как бы возрождают нуар в Америке. Собственно говоря, последний сезон много критиковали, но он такой чистый нуар, очень такой пессимистичный, да, там концовка такая не особо-то светлая. И мы видим, что все, как бы зло, оно не локализовано где-то, да, зло, оно существует и в тех же главных героях, да, каждого из них что-то изнутри там разбирают, какие-то травмы, психологические травмы прошлого, да, они очень безупречны сами по себе. Ну вот, фактически, да, нуар никуда не делся, поэтому как бы вот эта, возвращаясь к твоей мысли, классификация, она очень условная, да. Считается, что классический нуар где-то закончится в конце 50-х, а на самом деле нет. Да. И, на мой взгляд, как раз правильно считать, что нуар это не жанр, а именно стиль, который возник в кино, узнаваемый стиль, да, возник он в кино, но потом повлиял и на другие виды искусства, на литературу, на фотографию, на графический роман, да, на комиксы. Один из, опять же, самых, наверное, известных фильмов, который можно отнести к фильму «Нуар», это «Город грехов» Родригеса. Да? Но изначально это ведь именно это не фильм, а графический роман Фрэнка Миллера. То есть фактически в фильме «Нуар» изначально была вот эта графичность, да, какой-то такой очень узнаваемый стиль. И Фрэнк Миллер, по сути, в своем графическом романе, он как бы этот стиль, ну, перенес в комиксы. А Родригес что он сделал? Ну, собственно говоря, обратно его вернул в кино. Да, и как бы буквально воспроизведя эти комиксы, там, покадрово, но он как бы, ну, произошел такой своего рода круговорот в этом плане. Вот. Ну, я не показал ни одного примера, да, примеры, собственно говоря, начнутся сейчас. Вот, для начала вы сможете посмотреть фильм «Деменция» или «Дочь ужаса». Это не чистый нуар, это как раз пример того, как нуар может соединяться с другими жанрами. Да, в частности, здесь это отчасти фильм ужас, он действительно довольно такой жутковатый фильм. Отчасти здесь можно найти элементы сюрреализма, когда мы видим там какие-то воплощения сновидений на экране. Это очень низкобюджетный фильм, он был снят в 1953 году, вот под этим названием «Деменция». Вообще это чаще переводят, как, обычно переводят как «помешательство», да, на русский язык, этот фильм. Таким названием, потому что деменция, она все-таки у нас ассоциируется конкретно со старческим маразмом. Да? Там, конечно, в фильме идет речь совершенно о другом. Ну, с латыни это переводится как безумие, ну и, на мой взгляд, в принципе, название деменция, оно как латинский вот этот термин, да, медицинский термин, который обозначает в целом распад каких-то психических, когнитивных функций, он, на мой взгляд, здесь совершенно уместен. Второе название «Дочь ужаса», оно родилось уже потом, в 1955 году, потому что сразу этот фильм на экран не удалось выпустить по цензурным соображениям. Да, и вот в версии 1955 года там появляется звук. Изначально это кино отчасти немое, там нету реплик, там есть лишь какие-то шумы, да, там звучит музыка, причем музыка такого композитора-авангардиста Джорджа Антея. Вот. Звук уже добавили потом, но это не реплика, а именно закадровый голос, который создает несколько такую пафосную атмосферу. Вот. Когда анонсировалось это мероприятие, говорилось о том, что будет показана именно эта версия, да, и что даже впервые на русский язык переведена вот это, вот все эти слова, да, и будут субтитры. Ну вот по техническим причинам субтитры как-то не удалось прикрепить, хотя очень жалко, да, потому что большая работа была проделана, и текст был переведен с английского, и над субтитрами этими работали. Ну, видимо, придется показать первую версию, что, в принципе, не так плохо, потому что, как правило, когда об этом фильме пишут, говорят о том, что первая версия она была лучше, потому что звук ее якобы испортил. Вот. Этот фильм был снят Джоном Паркером, совершенно неизвестным режиссером, который, по-моему, кроме этого фильма ничего больше не снял. То есть это такое, вроде бы такое низкобюджетное кино, да, на грани какого-то трэша, но в то же время здесь можно обнаружить совершенно какие-то авангардные ходы в этом фильме. Да, поэтому
кино такое очень неоднозначное. Вот. А потом, собственно, после этого фильма, он длится почти час, да, уже будут показаны две такие классические работы. Классика нуара — это фильм Орсона Уэллса «Леди из Шанхая», где есть как раз вот характерные фигуры, там, Фан Фаталь, которую сыграла на тот момент супруга Орсона Уэллса. Ну и Орсон Уэллс в главной роли в роли такого простого парня, которого вводят, пытаются обвести вокруг пальца какие-то морально деградировавшая богатая семья, да, там, где муж с женой друг друга ненавидят, но тем не менее это не такой, да, фильм, как бы, скорее не с счастливым, конечно, концом, но не буду, да, как бы, рассказывать какие-то спойлеры, если кто еще не видел фильма. Но, по-моему, этот фильм стоит посмотреть просто ради концовки, очень эффектный, да, она одна из самых эффектных сцен вообще в истории фильма «Нуар» и в творчестве Орсона Уэллса, который был очень падок на такие какие-то эффектные, да, какие-то сцены как раз. Там сцена перестрелки в комнате с кривыми зеркалами, она смотрится по-прежнему очень здорово. И последний фильм, «Леди из Шанхая», она вышел на экран в 1947 году, да, такой классический нуар. И последний фильм уже относится как бы к беззакатным картинам такого классического периода нуара. Это фильм Роберта Олдрича «Целуй меня насмерть» 1955 года. Но вот здесь уже это такой, как бы, здесь все черты нуара, они здесь подчеркнуты просто, потому что Олдрич, он уже фактически снимал этот фильм как бы не то чтобы по лекалам, да, но ориентируясь на старые картины и ориентируясь на киноведческие работы, уже посвященные жанру, да, где там описаны все черты, он буквально все это в свой фильм привнес. Ну и помимо, кстати, того, что здесь все выпукло присутствует, да, вот все эти характеристики нуара, в фильме «Целуй меня насмерть» есть еще и такой фантастический элемент, который ближе к концу обнаруживается. И это, можно сказать, как предтеча, да, вот этих фантастических нуарных лент, вроде «Бегущего по лезвию бритвы» или города, «Темного города». Да. Вот. Ну, если есть какие-то вопросы, то задавайте, по-моему, я во время как раз уложился, да, почти.